привет! Сегодня мы расскажем вам несколько историй с разоблачениями. Предлагаем вам проверить свою интуицию, сможете ли вы отличить правдивые факты от обмана. Итак, начнем? Южнокорейский ветеринар Хван Усок первым в мире клонировал собаку. Пес породы афганская борзая по имени Снупи дожидал потомства. Это правда. Но есть и продолжение этой истории. Якобы успешный эксперимент Хван Усока по получению стволовых клеток из биоматериала взрослых людей оказался подделкой. В итоге ученый не просто потерял свой статус национального героя, но и был осужден за растрату средств и фальсификацию исследований. Несси – чудом доживший до наших дней плезиозавр, который выглядит этаким огромным мешком то ли с ластами, то ли с лапами и длиннющей шеей. Фотографию лохнесского чудовища представил в 1934 году хирург Роберт Кеннет Уилсон. Он утверждал, что заснял монстра случайно, когда путешествовал в окрестностях, наблюдая за птицами. В 1994 году было установлено, что снимок – фальшивка, изготовленная Уилсоном и 3 его друзьями. Двое сообщников сами признались в содеянном. Но это не мешает туристам всего мира до сих пор приезжать в Шотландию в поисках Несси и скупать местные сувениры. В Республике Коми не могут похвастаться живыми плезиозаврами. Зато ученые утверждают, что ящеры точно жили здесь миллионы лет назад. Во времена юрского периода на всей территории Коми плескалось теплое Сысольское море. И это уже доказанный факт. В Музее Института геологии Коми есть останки плезио и ихтиозавров, найденные возле села Ыб. А несколько лет назад все СМИ республики облетели тревожные вести о таинственном звере чупакабре. Все началось с того, что у жительницы Усть-Кулома кто-то загрыз всех кроликов. Сперва сельчане решили, что это была росомаха, но затем люди обнаружили на снегу необычные следы, будто человек ходил на кулаках. Нашлись даже очевидцы, которые утверждали, что видели странного зверя. Его уши были прижаты, сзади волочился длинный хвост, а манера бега напоминала то ли кенгуру, то ли собаку. В августе того же года история повторилась в Карткиросе. Таинственное животное так и не удалось поймать. По мнению ученых, чупакабры никогда не существовали. Скорее всего, кровавые следы оставляет гибрид какого-то дикого и домашнего животного. Например, это может быть смесь собаки с волком. Перейдем к географии. Слышали ли вы, что на Коми-Земле существовала некогда своя Атлантида, страна богатых колдунов-воинов Биармия? Известна она по скандинавским сагам до эпохи викингов 8-10 веков, а также благодаря одноименной поэме Калистрата Жакова. На самом деле, никаких вещественных доказательств существования богатого государства до сих пор не найдено. Если там велась оживленная торговля, то должно было остаться немало материальных ее свидетельств. Отсутствие оных в местах возможного месторасположения этой страны дало начало новой версии, согласно которой Биармия не более чем фантом. Однако кто знает, какие открытия нам еще предстоят. В любом случае, искать надо не у нас, а на территории Архангельской области. В
В 40-х годах прошлого века изобретателю Роберту Веберу пришла идея использовать землю в качестве источника тепла, и он создал геотермальный тепловой насос «Земля-вода». Он поместил медные трубы в грунт и заполнил их фреоном. Фреон забирал тепло из земли, конденсировался, отдавал тепло в дом и снова возвращался в трубы в грунте. Таким образом отапливался весь дом. И это правда. Еще в 19 веке начались исследования, которые показали, температура грунта даже на небольших глубинах от 4 метров остается практически неизменной в течение года. Надо было только придумать, как это использовать. В настоящее время геотермальные установки стоят даже в некоторых частных домах Сыктывкара. А теперь поговорим о музыке. В 1978 году на съемках фильма, сделавшего Аллу Пугачевой всенародной любимицей, разразился скандал. Известный советский композитор Александр Зацепин узнал, что наряду с его музыкой в фильме будут звучать песни некоего Бориса Горбоноса. Певица объяснила, что просто не смогла отказать больному юноше из Люберец и включила несколько песен в фильм и в свой сольный альбом. На самом деле, автором музыки была сама Алла Борисовна. Помимо творческого удовлетворения, это сулило ей и прямую финансовую выгоду. За каждое исполнение песен композитор получал авторские отчисления. Когда обман раскрылся, было уже поздно. Фильм с успехом шел по экранам страны. Народ еще больше полюбил свою Аллочку. А вот Зацепин затаил обиду на долгие годы. Наш ответ Западу – двойной мистификатор Борис Акунин. Солидной литературной публике он давно известен как серьезный ученый-литературовед, критик и переводчик Григорий Чхартишвили. Когда он решил написать детектив в 1998 году, то выбрал себе псевдоним Б. Акунин. Позже Б было расшифровано как Борис. Тайна авторства была раскрыта только через 2 года, а в 2008 году Акунин объявил, что хочет поддержать молодых авторов Анатолия Брусникина и Анну Борисову. Проект удался. Книги молодых авторов разошлись неплохими тиражами. Правда, сами писатели не очень-то были настроены на общение с читателями. Сразу началась дискуссия. Кто эти люди и почему они так упорно скрываются от публики? И вот спустя 4 года Борис Акунин признался, что просто хотел попробовать себя в новых жанрах и не стать при этом жертвой своего имиджа. Брусникин пишет в историко-приключенческой тематике, а Анна Борисова создает книги в философском ключе и на тему размышлений о жизни и смерти. На наш взгляд, книги этих авторов так же хороши, как и Акунина. Предлагаем вам составить собственное мнение. Ну и, наконец, последняя мистификация, которую мы вам представим сегодня. Среди милых дам, сотрудниц Национальной библиотеки Республики Коми есть такие, которые утверждают, что прекрасно помнят, как отмечали 90-летие главного хранилища республики. Напоминаю, через 2 года мы будем отмечать уже 185-летие библиотеки. Возможно ли это? Да. Дело в том, что сначала, как истинная женщина, наша библиотека хотела быть немного моложе и вела свой отсчет от даты основания Земской библиотеки Усть-Сысольска. Но историческая справедливость победила кокетство, а датой нашего основания теперь считается 1837 год, год, когда была основана Усть-Сысольская общественная библиотека, ведь в наших фондах хранятся издания с тех самых времен. Ну что ж, мы с вами заглянули в мир мистификаций и удивительных открытий. Как видите, грань между ними очень тонкая. А может, у вас есть свои варианты великих обманов и разоблачений? Пишите их в комментариях.